В поисках справедливости для своих родственников, заключенных в тюрьму в Восточном Туркестане, уйгуры обратились за помощью к малоизвестному органу Организации Объединенных Наций. За последний год рабочая группа ООН по произвольным задержаниям приняла 3 резолюции в отношении 8 задержанных уйгуров. В марте рабочая группа, состоящая из 5 человек, назначенная Управлением Верховного комиссара ООН по правам человека, обратилась к Китаю с просьбой немедленно освободить предпринимателя Экбара Асата, врача Гульшена Аббаса и журналиста Курбана Мамута. Далкун Иса, 79-й президент Всемирного уйгурского конгресса, в память о 18 мая 1944 года сделал специальное заявление Крымскому информационному агентству о депортации и геноциде крымских татар и почтил память крымских татар, погибших в изгнании в результате преследований сталинского режима. Далкун Иса сказал в своем заявлении: «По прошествии 70 лет та же история повторяется сегодня в Восточном Туркестане. Китайское правительство осуществляет геноцид народа Восточного Туркестана методами сталинского и гитлеровского режимов. Я желаю милости от Аллаха крымско-татарскому народу, погибшему в изгнании. Наша надежда, что этот геноцид закончится, и народ Восточного Туркестана, и народ Крыма сохранят свою независимость под своими флагами», говорится в заявлении. Саммит, на котором предполагается создать механизм сотрудничества между Китаем и странами Центральной Азии, Казахстаном, Кыргызстаном, Узбекистаном, Таджикистаном и Туркменистаном, начинается в Китае. В саммите примут участие председатель КНР Си Цзиньпинь, президент Кыргызстана Садыр Капаров, президент Казахстана Касым Токаев, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов и президент Таджикистана Эмомали Рахмон. Ожидается, что на саммите, где будет обсуждаться развитие отношений в различных сферах, лидеры обменяются мнениями о создании китайско-центральноазиатского механизма взаимодействия и подпишут важные политические документы. Под председательством Японии начался саммит G7 2023, который проходит в Хиросиме на юго-западе страны. В саммите, организованном премьер-министром Японии Кишидо Фумио, принимают участие лидеры США, Франции, Великобритании, Германии, Канады и Италии. На саммит, который продлится до 21 мая, приглашены страны G7, а также Европейский Союз, Индонезия, Индия, Южная Корея, Австралия и Вьетнам. Специальный представитель Китая по Евразии Ли Хуэй провел официальные встречи в Украине. Хуэй встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским, министром иностранных дел Дмитрием Кулебой и другими официальными лицами. Отмечается, что стороны обменялись мнениями по политическому урегулированию украинского кризиса и китайско-украинским отношениям. Министр иностранных дел Украины Кулеба сделал четкое заявление по этому поводу, заявив: «Украина не хочет обрести мир ценой территориальной ликвидации, даже если она будет разрушена войной. Это наша неизменная позиция».